Можно не ехать смотреть на британский Стоунхендж, когда рядом не менее зрелищный памятник природы. Так отозвались журналисты федеральных изданий об одном из 7 чудес света. Как признают наши коллеги, Мань-Пупунёр – хорошее место для развития экотуризма, но труднодоступное. Мне кажется, что Мань-Пупунёру не нужен массовый туризм, что это все-таки такая очень индивидуальная история для людей, которые прочувствуют это место, потому что для многих оно будет являться местом силы, многие там чувствуют что-то связанное с энергетикой, эзотерикой. Ну и выглядит это как наш ответ Стоунхенджу, например. Я думаю, что, может быть, по крайней мере, как обещает Министерство по туризму, облегчить трансфер транспорта до Мань-Пупунёра. Может быть, это станет как раз тем шажочком, чтобы люди приехали, своими глазами увидели. Может быть, это будет не так дорого, как сейчас. Может быть, это будет более доступно, как сейчас. Поэтому я думаю, что все, что не делается, все к лучшему. И шанс увидеть какие-то красоты Республики Коми должен иметь каждый. Важно сохранить баланс между массовым туризмом и эксклюзивностью этого места. На данный момент он присутствует. К сожалению, не каждый может позволить себе вертолет до плата, поэтому чаще всего туристы выбирают пешие туры, которые физически преодолеть могут не все. Но, как отметила корреспондент Первого канала, она готова вернуться сюда даже пешком. Я была очень удивлена, что относительно рядом с Москвой есть такое место, о котором, честно говоря, до этого я не слышала. Более того, все мои московские друзья, которым я говорила, куда я еду, тоже говорили, что Мань-Пупунёр, где это? Я удивлена, что такое красивое, яркое, удивительно мощное место по энергетике есть, скажем так, недалеко от столицы. И, конечно, захотелось побольше рассказать об этом людям, миру. И я думаю, что даже вернуться сюда, возможно, в следующем году, уже не по работе, а по личным туристическим целям, наверное, пешим походом с палаточками, чтобы побольше времени здесь быть, насладиться этой природой. И делается немало. Даже в этом году Печора-Илочский заповедник в рамках конкурса Русского географического общества получил грант на обустройство экомаршрута «Исток Печоры». На 700 тысяч рублей будут построены 200 метров мостовых переходов. Кроме того, до 2022 года планируется обустроить более 3 километров заболоченной местности на пермской части маршрута. Для этого выделен уже президентский грант в размере 9,5 миллионов рублей. Благоустройство поможет туристам сократить время в пути, а руководству заповедника избежать стихийных ночных стоянок туристов и загрязнения территории. Дарья Вологжанина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.